В эфире «Актуальное интервью». В Якутске стартовала 5-я международная якутская биеннале современного искусства BY18. Тема биеннале City M. В контексте это трактуется как союз, объединяющий город и музей, а также творческие ресурсы ведущих зарубежных и российских художников на якутской платформе. Кто именно и как изменится Якутск в результате этого биеннале, мы сегодня узнаем у нашего гостя в студии. Это Сабина Чагина, куратор художественных проектов в области уличного и современного искусства, основатель творческого объединения «Атмосфера», куратор Международной и Московской биеннале уличного искусства и куратор 5-й международной якутской биеннале современного искусства, непосредственно BY18. Здравствуйте, Сабина. Здравствуйте. Собственно, архитектура Якутска, нашего города, ее часто критикуют, называя унылой, обвиняя в отсутствии самобытности. И вот вам, как человеку, во-первых, приезжему, во-вторых, что самое главное, как архитектору и дизайнеру, каким показался Якутск? Я побывала в центре города. Мне, конечно, поразили старые деревянные постройки, да, которые еще сохранились. Они, конечно, выглядят фантастически. И, конечно, хотелось бы видеть больше, да, такого рода архитектуры. Но, к сожалению, я так понимаю, мало что сохранилось. Конечно, преобладает вот эта вот архитектура 90-х, да, к сожалению. Но я думаю, что все же только начинает осознаваться, да, и видно, как люди тоже активно принимают участие в изменении города, и я думаю, что архитектура так или иначе будет меняться. Говоря про какой-то вот образ города, то есть у нас появляются какие-то, опять же, арт-объекты, да, на домах, на тех же домах такой советской архитектуры рисуют какие-то замечательные картины, вот видели их? Успели посмотреть? Да, я уже успела посмотреть, наверное, я уже увидела все, что есть. И в прошлом году у меня была, в общем-то, тоже хорошая возможность немножко окунуться в это направление, да, потому что я была куратором творческого цеха BY18, в рамках которого мы создали две монументальные росписи на фасадах. Это работа Агустино Якурчи, итальянского художника Чорон, и «Северянка» Евгения Желвакова. Расскажите, пожалуйста, про ваше творческое объединение и чем оно занимается, какие мероприятия проводили. То есть биеннале, я так понимаю, и что-то еще, возможно? Творческое объединение, это фактически все началось, я и моя коллега, партнер Юлия Василенко, мы с ней объединились, когда был фестиваль «Лучший город Земли» в 2013 году в Москве. Это была роспись 150 домов, 100 из которых, собственно, сделали мы. И мы объединились и организовали творческое объединение. К нам присоединились художники, фотографы. У нас образовалась команда, очень хорошая сплоченная команда, которая, собственно, до сегодняшнего дня с нами. И мы, якорный наш проект — это биеннале уличного искусства «Атмосфера». Она также и называется, и проходит она раз в 2 года, в эти же годы, что и якутская биеннале. В этом году будет 3-я по счету. То есть они как-то чередуются через год? Или... Раз в 2 года, да. Раз в 2 года проводятся. Да. Хорошо, что вы знаете про Якутск? Мы немного поговорили о самом регионе. Что знаете о Якутии, о современном состоянии якутского искусства? Откровенно говоря, я каждый день не перестаю удивляться, потому что я знаю мало и узнаю каждый день что-то все для себя новое открываю. Меня, конечно, поражает в первую очередь природа и вообще расположение, люди. Это то, чему я не перестаю удивляться. Что касается искусства, я немножко изучила вопрос. Мне, конечно, очень понравилась якутская графика 60-х годов. Такая она, в общем-то, очень своеобразная. Я, конечно, сейчас и культуру Якутии, традиции. Это вообще огромный пласт. Я думаю, что для этого понадобится не один день. И мне бы, конечно, хотелось через язык современного искусства попробовать выразить эту традицию, выразить эту древнюю культуру, да, этим инструментом. Попробовать сохранить и что-то, может быть, привнести, да, какую-то новую формулировку. И в какой-то степени стать частью этого всего. Да, конечно, потому что обязательно нужно работать с контекстом. Невозможно на пустом месте.
А вот о предстоящем биеннале, пожалуйста, вот можете рассказать что-то? Вот что ожидает посетитель? То есть можно же прийти посмотреть, я так понимаю? Или же- Скорее наоборот, искусство придет само Само к людям, придет. да, не нужно никуда ходить, потому что в этом году вот тема звучит как City M, да, City это город и M это музей, то есть фактически музей выходит в город, да, можно так считать, то есть некая связующая линия между музеем и городом, она становится практически невидимой, да. То есть есть потому что- вероятность, что мы на улицах увидим мировые шедевры? или- Да, так и есть. То есть все, что будет происходить в городе, вот, и в общественном пространстве, то есть это и городская скульптура, вот, это и монументальные росписи, вот то, что мы начинали в прошлом году. И, конечно, мы хотим тем самым, ну, во-первых, мы вышли из музея, да, то есть все предыдущие выпуски биеннале, они проходили в музее, и впервые, вот, скажем, искусство выходит в город и становится частью повседневной жизни. Вот, это очень важно. А вот вы приглашены быть единственным куратором предстоящей Якутской биеннале, да, и как вы видите вот, проведение его? И опять же, какие приглашенные художники, может быть, будут? Вот мы говорили про арт-объекты прошлого года, да, если не ошибаюсь, итальянский художник был. То есть кого-то ждать нам в этом году стоит или нет? У нас уже открылся прием заявок. Я всех приглашаю принять участие, особенно якутских художников. Потому что это, конечно, было бы приятно видеть в числе участников, в первую очередь, их. Вот. И прием заявок продолжится практически до конца мая. Вот. И в конце мая, в начале июня нам будет понятно экспертный совет, в число которого входит организатор, оргкомитет биеннале. Вот. Экспертный совет отбирает заявки тех, кто как примет будет отбор, участие. тоже хотелось бы услышать, как будет проходить отбор этих участников. Ну, есть критерии отбора, да, есть правила участия. То есть, соответственно, по критериям отбора, чтобы там в первую очередь соответствовал теме, раскрытие темы, сам проект, насколько он вписан. Потому что у нас есть, вот вчера мы как раз осматривали площадки под проекты. Соответственно, у нас предлагаются площадки, под которые художники должны придумать проект, да, и, ну, вот, соответствие этому месту, решение техническое, да, насколько это все будет стоять, вот, и не унесет ветром. Бюджет, опять же, да, то есть, чтобы это как-то вписывалось в рамки, да, что мы не отливаем из золота скульптуры, ну вот и так далее. Хорошо. А акцент на чем-то будет делаться конкретным? Ну, вообще акцентов никаких нет, да, то есть мы даем полную свободу художникам, ну, разве что ограничивая их тем, что они должны придумать проект для городской среды, вот. И я думаю, что это такое должно быть высказывание от художника, от скульптора. То есть его видение, его мысль. Да, да. А кто будет, условно, да, такой вопрос, финансированием всего этого заниматься? То есть, и опять же, это, возможно, стрит-арт-объекты создаются, это затраты какие-то, то есть это городская администрация, может быть, якутская, может быть, что-то другое. Если честно, я не очень погружаюсь вот в организационные вопросы. Я знаю, что и в том числе округа принимают участие. Очень много каких-то даже частных инициатив от предпринимателей, которые предлагают площадку под объект и в том числе участвуют в финансировании этого объекта. Вот. Ну, я надеюсь, что я даже уверена, что город, естественно, помогает, да, и я была очень приятно порадована общением с Ириной Алексеевой, да, с главным архитектором. Это такой человек, который поддерживает вообще своим присутствием одним. Вот. То есть, в принципе, помогают все, Да, много заинтересованных музей, лиц. конечно, Ася Львовна, да, и вообще музей. Вот что я успела посетить, так это вот музей и галерею западноевропейского искусства, да, вот старое отреконструированное здание, которое еще наполнено вот историей, и, конечно, музей в первую очередь. А вот говоря о предстоящих работах, и вот хотелось бы ваше мнение услышать не как куратора проекта, а вот просто как дизайнера, архитектора, какие вы работы ждете?
Ну, я скорее, я жду, я всегда люблю немножко удивляться и, скажем так, приятно удивляться, да, но я, конечно, хотела бы, чтобы смыслы, которые художники несут, да, то есть в своих работах, чтобы это были какие-то глубокие смыслы, важные, да, какие-то темы, находящиеся вне времени, вне пространства, чтобы поднимались, может быть, какие-то даже важные для людей вопросы, чтобы это не было просто декорированием. Да, потому что, ну, декораций у нас и так достаточно, вот, чтобы искусство приносило людям что-то, да, больше, чем просто вот какой-то визуальный образ. Как-то пронизывало. Конечно, искусство, оно для этого создано. Вот, Сабина, вы бываете в разных городах, я так понимаю, часто ездите. Да. Вот что особенно запомнилось, вот где-нибудь, может, какой-то город у вас прям, так сказать, в топе находится? Ну, я бы, наверное, сказала Нью-Йорк, потому что это, конечно, я как такой большой поклонник и исследователь уличного искусства, это, ну, скажем, родина, да, последней волны уличного искусства, и я, конечно, там вот почувствовала вот большую связь. И, конечно, я много там ездила, искала какие-то разные работы, фотографировала их, и вот так вот у меня неделя прошла. Там, наверное, все пропитано этим стрит-артом. Да, там очень много и разного, и старого, и нового, и, ну, видно, что это уже там в таком, это стало частью жизни, это обычное дело, да, вот там увидеть какую-то большую монументальную живопись на фасаде, это вообще как бы обычная история. Вот мне хочется, чтобы у наши города тоже в России, чтобы вот они вот так вот развивались, чтобы искусство было частью нашей жизни, да. Если уже у нас не сложилось такой архитектуры, как там в Риме, например, да, ну, к сожалению, там по разным причинам, война и так далее, то пусть хотя бы вот это вот искусство, оно будет вот на этой советской архитектуре, скажем так, насаждаться. Сабина, и завершая наш разговор, каким вы видите дальнейшее развитие Якутского биеннале? Буквально пару слов. Ну, я вижу, что вообще, в общем-то, Якутия, поскольку это международное биеннале, это часть такого большого международного процесса, да, и я вижу, что вообще люди, которые здесь живут, они настолько активны и нацелены на то, чтобы продвигать вот республику, да, продвигать, выводить ее за рамки вообще вот каких-то даже пространственные, да, и я думаю, что вот эти люди, они очень далеко пойдут, потому что я, честно говоря, ожидала увидеть таких каких-то сонных людей, что здесь холодно, ну, вот так. Сабина, к сожалению, время наше подошло к концу. Очень интересная беседа. Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня была куратор художественного проекта в области уличного и современного искусства Сабина Чагина. Любите искусство в себе и цените искусство в других. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.